Руслан, вот вся эта паника вокруг ПЛФ, дохлой рыбы в Изяке, знаешь, из-за чего? Из-за чего? Из-за вашего советского воспитания. Вот так. Страх. Как бы чего лишнего не сказать. Если не понимать, что ситуация сейчас изменилась, ничего нельзя скрыть. Интернет все помнит и знает. Слушай, прям поколенческий конфликт. Ну, насчет интернета, да. Но сейчас в эпоху мобильных репортеров бесполезно что-то скрывать. А раз уж мы вспомнили советское время, тогда была такая популярная фраза: «Береги природу, мать твою». Вот так, дословно, да? Буквально, да. Но на самом деле проблема-то глубже. Вот внутри нас где-то глубоко, вот в нашем менталитете, мы не относимся еще так серьезно к проблемам окружающей среды. Для нас это вопрос второстепенный. Значит, понимаешь? нужно об этом чаще говорить. Вообще говорить о любой экологической ситуации откровенно, не пряча голову в песок, чтобы каждый и чиновник, и обыватель знали, как себя вести в Кстати, вот про обывателя, да? Вот наш обыватель, наш человек, он об экологии не будет думать, пока вот ему жареный петух вот в темечко не клюнет. Он же не думает о других, когда он там моет машину в озере грязную, да? Или когда он там жарит в лесу шашлык, после которого там гектары леса горят. Мы Он же об все этом не несем думает. ответственность за нашу экологию. Конечно, все вместе несем. и каждый по отдельности. Вот поэтому давай сегодня попробуем в очередной раз об этом поговорить, о проблемах окружающей среды. Давай поговорим. Башкирские экологи опубликовали ежегодный доклад о состоянии окружающей среды. Точно не знаю, что это, но судя по запаху и виду, это нефтепродукты. И такого добра здесь целое озеро. И чтобы не наступил всем полный химпром, особенно важна правда. Власть должна быть властью. Иначе, ну, скажем так, логика крупных корпораций, она бесчеловечна. В августе башкирские экологи опубликовали ежегодный доклад о состоянии окружающей среды, из которого следует, что качество реки Белой в 2018 году улучшилось. Из статуса «грязная» ее перевели в статус «загрязненная». Список основных виновников загрязнения главной водной артерии республики не изменился – промышленные и жилищно-коммунальные предприятия. Еще свеж во рту уфимцев горький привкус фенольной катастрофы 30-летней давности. Наверное, в том числе и по этой причине так резко всколыхнула общественность свежая история с утечкой химикатов с территории завода «ПЛФ» в маленькую речку Изяк в Благовещенском районе. Аварию быстро локализовали, но осадок остался. Хронология событий в нашем материале. Я и то внимание не обратила бы, после увидела я ролик в этом WhatsApp, как-то, господи, думаю, что это такое. Семья Шанукаевых из деревни Нижний Изяк живет в 2 шагах от одноименной речки в Благовещенском районе республики. 28 июля местные жители увидели в социальных сетях видеоролик об отравлении реки и массовой гибели рыбы в водоеме. Как позже выяснилось, выше по течению в населенном пункте Ильина Поляна днем ранее жители обратили внимание на мутную воду и мертвую рыбу в реке Изяк. Тут же в соцсетях появился ролик. Страшно ехать по речке, такая чистая речка. И всю речку засрали. С первых тревожных сообщений 26 июля на номер 112 до момента появления спасателей 1 августа местные жители оставались в полном неведении о причинах ЧП. Вся поверхность реки была усеяна мертвой рыбой. Молчание породило массу слухов. В интернете стали появляться сообщения о заражении воды в северном водозаборе Уфы. Молчали и местные производственные предприятия. Хотя жители, говорят, с первых дней знали, кто в ответственности за происходящее. Ну, у нас все связываются с крупным заводом ПЛФ, тоже вверх по течению. А в таких масштабах такой урон кто может принести? В ситуацию пришлось вмешаться в рио главы республики. Под его личным контролем была создана межведомственная рабочая группа. Аварию быстро локализовали. Как было установлено, рыба погибла от действия химикатов, которые попали в водоем через сточную трубу ливневой канализации ПЛФ. Она даже не значилась в технической документации завода. На предприятии подтвердили, причиной ЧС стали пусконаладочные работы на реконструированной производственной линии. Мы работаем совместно с прокуратурой, идет проверка, идет расследование. Как одно из предположений, по каким-то причинам вот в эту систему ливневой канализации попали промывочные воды или сточные воды самого производства. Почему информация о ЧП не сразу запустила операцию спасения и ликвидации последствий, разбирается правительственная комиссия. Реакция самого Хабирова была быстрой и жесткой. Не знаю, сколько еще мне нужно уволить чиновников, чтобы они поняли, времена изменились. И что скрывать, чтобы это ни было, от общества сейчас бесполезно.
Вот вам очередной пример. Уже несколько дней назад с одного из предприятий произошла утечка какой-то грязи в реку Изяк. Вместо того, чтобы сразу сообщить жителям, что именно случилось, молчание. Для очищения водоема на место были направлены спасатели и ветеринарная служба. Погибшую рыбу мешками вывозили на местный скотомогильник для утилизации. Ведется постоянный мониторинг воды, в том числе и в районе водозаборов Уфы. Ее качество не вызывает опасений. Компетентные органы продолжают проводить соответствующую проверку и экспертизу для определения ущерба. После того, как в историю со всплывшей вверх брюхом рыбы быстро и жестко вмешалась власть в лице Радия Хабирова, была создана специальная рабочая группа, и в режиме онлайн людям рассказывали, что на самом деле происходит. В точной химической формуле унесенного с территории Пылеефа вещества теперь разбираются соответствующие компетентные органы. Но остались вопросы, почему нельзя было сразу начать эту работу? Экологическая ситуация в нашем регионе с такой плотной концентрацией крупных промышленных предприятий, да еще нефтехимической сферы, всегда была непростой. Как они влияют на состояние окружающей среды? Как контролировать их экологическую безопасность, чтобы они не прятали химические концы в воду? Горячие точки на экологической карте Башкирии мы обсуждаем сегодня в студии программы «Честно говоря» с нашими гостями. Итак, Александр Веселов, руководитель Союза экологов Башкортостана, Елена Щекина, заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан, и Шамиль Валеев, всем хорошо известный, просто публицист. Елена, скажите, пожалуйста, вот насколько я понимаю, в том числе и вашему ведомству, республиканскому, не хватает полномочий и рычагов контролировать вот такие промышленные гиганты? Ну, это действительно так и есть. То есть есть четкое ранжирование по контролю. Республиканский контроль, федеральный контроль, муниципальный контроль. То есть вы с проверкой, там, с внеплановой какой-то, вы зайти туда не можете? У нас плановых просто быть не может. Вот обнаружилась дохлая рыба. Понятно, что там кроме Пылеефа отравить воду в Изяке просто некому. После установления данного факта вы имеете право зайти на территорию Пылеефа, чтобы провести определенные исследования? Самостоятельно нет. Самостоятельно нет? Тут надо заступиться. Только с прокурором. Тут надо все-таки заступиться за Пылееф, потому что, по-моему, тут как раз наоборот, конструктивную позицию показало предприятие. Это да. Ну, есть Или там было что-то? Есть другой вопрос, ведь пока Пылееф не приперли, условно говоря, к стенке и не доказали, что это их выбросы, они же скромно молчали о том, что вот отравили приток Уфимки и далее. Но они же оправдываются, что они не знали, что это с их территории, они же не видели эту трубу. Они же так оправдываются. Это только после того, как был готов анализ. Если его отобрали, значит, 27-го, во вторник, это какое число было? 31-е, да? Вот только 31-го вечером получили анализ и увидели терафталиевую кислоту. Хочу сказать, что ущерб биоресурсам, он подсчитывается Пермским Роснеорхом. Это институт, который именно этим и будет заниматься. Ущерб будет серьезный. В финансовом плане мы спрашивали у представителей рыбоохраны. Я прошу прощения, а порядок цифр можно как-то предположить, какой будет? Хотя бы примерно. 6 нулей там будет. 6 нулей там будет? Там будет. Нам сказал но это будет 1 миллион или 100 миллионов? Но это вот там, потому что считается не только вот погибшие, но и будущее поколение. Но они же вроде готовы туда зарыбить все это пространство, готовы вот купить по рыбу. зарыблению я точно могу сказать, что это решение должно быть Росрыболовства. Изяк сейчас полностью возрождается. Вот те мальки, которые засняты, они же, это не какой-то монтаж, они там действительно будем есть. надеяться, что там, да, все вернется. Да, очень большая надежда, что река справится. Река, по сути, взяла на себя, грубо говоря, в какой-то мере... Грехи Пылеефа? Роль очистных сооружений Пылеефа. То есть терафталиевая кислота биологией очистных сооружений полностью перерабатывается, и она разрешена после очистки к сбросу в белую. Вот, Александр, с точки зрения общественников, экологов, вы как смотрите на эту ситуацию? Вот конкретно вокруг Изяка. Наверное, в каждом таком случае надо говорить о причинах и о следствиях. Да? То есть, кто виноват и что делать по классике. Давайте делать выводы уже из этого случая, тем более, что за этим случаем последовали еще несколько аналогичных случаев. И таких техногенных аварий и нештатных ситуаций у нас будет все больше и больше. Почему? Потому что стареют основные средства на наших производствах. Это основная причина вот такого рода происшествий.
Вторая причина. У меня четкое мнение сложилось. За последние 7-8 лет в республике наши крупные предприятия, их владельцы и администрация этих предприятий стали себя выше ставить, выше населения, выше руководства республики, именно в сфере охраны окружающей среды. Вот как вы считаете, как должны были себя повести чиновники, ну, возможно, там МЧС, кто должен был выйти к людям и начать с ними разговаривать и объяснять? Коллеги, давайте говорить о законе уже, да? Мы обязаны, это все должностные лица обязаны сообщить информацию ОЧС. Уголовная ответственность за это в Уголовном кодексе есть. По-моему, 236 статья. Запрещено относить информацию. До 5 лет лишения свободы за сокрытие такого рода информации. Здесь у нас есть факт сокрытия. 27-го жители обнаружили. Только 1-го размещено объявление на сайте нашего министерства, где написано, что загрязнения нет. А 2-го загрязнение появилось на втором совещании. Я уверен, что... Жаль, не взяла с собой. Я уверен, что... Ну, я читал эти объявления. В ходе разбирательства, да, проводится служебная проверка, и, как Хабиров обещал, определенные должностные лица все равно будут привлечены к ответственности. Он имел в виду, по-моему, чиновников местной администрации Благовещенского района, у которых была информация, но они по каким-то причинам не передали ее то ли не туда, то ли не вовремя. Шамиль, чему нас должна научить эта история? Я думаю, что совершенно, несмотря на некую как бы истеричность вокруг вот этих наших экологических дел, ну, обоснованную, я думаю, что эконастороженность в Башкирии не на пустом месте. В любом случае, я понимаю, что остается состязательность, то есть там, где слабая власть, там, ну, будем бегать вокруг с плакатами, там, не знаю, рыдать. Ничего от этого не будет происходить, потому что, в общем и целом, ну, как бы экономистам, финансистам... Потому что слабых можно игнорировать, да, и с их вот интересами не считаться. Да, и все будет решать какой-то, ну, клерк с хорошим бонусом, с MBA, который учился в Лондоне и сидит в Москве, отдыхает на Гавайях, ну, ему будет все равно, что тут рыба дохнет, или раки дохнут, или люди дохнут в Башкирии. Очень важен здесь разговор не просто на равных, а на правах хозяина земли, да, на которой располагается это предприятие. Потому что тут не только экологическая история. Это же, если собственники бизнеса и менеджмент бизнеса не уважают местные власти, то... Тогда получается и сокрытие прибыли, потому что значительная часть налога на прибыль уходит на территорию, скажем так, и сокращение непрофильных или псевдо-непрофильных предприятий, от которых зависит жизнь людей. Мы это на протяжении предыдущего десятилетия уже видели, когда коренным образом изменилась структура собственности на средства производства в Башкирии. Вот. Это сервисные предприятия, которые были задвинуты, целые поселки остались там без работы. Там, без жесткой позиции власть местной региональной власти, да. Власть должна быть властью. Иначе, скажем так, логика крупных корпораций, она бесчеловечна. Спасибо, мы продолжим разговор через несколько минут. Еще одна болевая точка на экологической карте Башкортостана – Гумеровское месторождение известняка в Ишимбайском районе, против разработки которого много лет категорически выступают местные жители, эксперты и экологи республики. Они бьют тревогу из-за возможных гибельных последствий разработки Гумеровского ущелья. До последнего времени власть их не слышала, со странным упорством продвигая инвестпроект строительства цементного завода на базе уникального природного объекта, и даже включила его в перечень приоритетных. Можно только догадываться об истинных причинах бывшей высокой поддержки такого явно антиэкологического проекта. За бизнес-инициативой, которая обещала суперприбыль ценой необратимого вреда окружающей среде, стоит известная в республике и особенно в Стерлитамаке группа компаний «Тау». Ей же принадлежат одни из крупнейших во втором по величине городе Башкирии нефтехимические предприятия. Ирония ситуации в том, что основной владелец этих заводов, а также интернет-газет и пароходов Иосиф Рутман уже больше года официально находится в федеральном розыске и скрывается за границей. Против чего протестуют местные жители и почему так долго кому-то удается безнаказанно химичить, разбираемся в нашем материале. За 7 лет мы могли бы для своей деревни столько доброго, хорошего могли бы сделать, и мы все время ходим туда только на борьбу, как будто бы столько лет.
Гумеровский участок в Ишимбайском районе был исследован более 11 лет назад. В нем выявили запасы карбонатного сырья для цементного производства. Лицензию на его изучение, разработку и добычу на нем еще в марте 2014 года сроком на 25 лет получила ООО «Ишимбайский известняк». Жители ближайших 6 деревень сразу выступили против. Первыми стали бороться с промышленной разработкой в деревне Гумерово. Так появилось движение «Сохраним Бужатау» и Гумеровское ущелье. У нас в деревне очень много занимается пчеловодством. Очень обеспокоены тем, что вот липники рубятся. Так что, если тут начнут разработки и вот эти все разворотят, липы станет, конечно, меньше, и жители нашей деревни очень пострадают. Были выполнены разные буровые и горные работы на этой территории. То есть в водоохранных зонах по закону нельзя проводить данные виды работ, но несмотря на это они были выполнены. То есть мы считаем, что они нарушили природоохранное законодательство. Сегодня в администрации Ишимбайского района считают нецелесообразной промышленную разработку гумеровского месторождения, лицензию на разработку которой получили подконтрольную Рутману люди. Тем более этим летом принято решение об исключении инвестпроекта строительства завода из перечня приоритетных. Поскольку население хочет сохранить природу такой, какая она есть, была, для нас в приоритете ее сохранить. Промышленная разработка – это не самый удачный вариант развития данной территории. Сомнения жителей в законности действий на территории гумеровского месторождения можно понять. И вот почему. ООО «Ишимбайский известняк», владелец лицензии на разработку этого месторождения, принадлежит группе компаний «Тау», совладельцем которой является уроженец Стерлитамака Иосиф Рутман. Этот делец сам давно не в ладах с законом и экологией. В группу компаний «Тау» входят 2 нефтехимических завода в Стерлитамаке – «Синтез Каучук» и СНХЗ. Токсические отходы этих предприятий поступают в очистные сооружения ФГУП «Авангард», не предназначенные для обработки хлоридов. Судя по тому, что увидела на месте наша съемочная группа, об экологической ответственности здесь и не слышали. Труба с химической водой идет прямо через озеро Соленое. Рыбу, пойманную здесь, лучше не есть. Рыба здесь, она невкусная. Как сваришь, она как творог рассыпается, потому что химия очистные рядом. Когда вот года 2 или 3 фенол даже сюда пустили, тут тоже приезжали по телевизору. Запрещали рыбачить. Труба давно в негодном состоянии. Видно, что кто-то срезал металлический кожух, который должен защищать озеро от загрязненной химией воды. Мы нашли колодец, в котором видно, как вода течет в сторону старицы реки Белой. С этого озера она попадает в Белое. И там рыба постоянно задыхается. От этих химических веществ дохнет рыба эта. Сейчас мы идем по пути исследования трубы с нефтехимическими отходами. Проехали на машине от колодца где-то 500 метров. Сейчас продолжаем дорогу по лесному массиву. Основной сток скрыт от посторонних глаз жителей Стерлитамака и Стерлитамакского района. И вот, наконец, само место сброса сточных вод в реку. По пути следования отходов мы добрались до места сброса. Труба находится ниже уровня воды. Отсюда отходы производства попадают в старицу реки Белой и уже из старицы непосредственно в основное русло. На данный момент никаких химических пятен мы не наблюдаем. Но если набрать немного воды и понюхать, то запах специфический у воды, химический, что-то вроде запаха мазута или легкий запах бензина. Кое-что нам пояснили местные рыбаки. Вы про этот сток знаете что-нибудь? Да. А что это за сток? Авангардский, что ли, говорят. Насколько я слышал. А потом припоминают, что периодически вода здесь чернеет. Бывает, сидишь на рыбалке, например, в течение 5 часов разок бывает, потом стекает. Какая вода бывает? Черноватый такой. Что сбрасывает, я не знаю. А запах какой-то есть при этом? Запах есть. Какой? Да, углекислый, что ли.
Ядовитые источные воды – это еще не весь негативный вклад нефтезаводов ТАО в местную экологию. Около 15 лет токсичные отходы этих предприятий складировали с нарушением технологий на свалке Михайловка. По оценкам специалистов, это около 40 тысяч тонн опасных промышленных отходов. При акционировании предприятия свалка на баланс нового собственника почему-то не вошла, и теперь она фактически бесхозная. Вообще, говорить о странностях ведения бизнеса по-рутмански стерлитамакцы готовы только на условиях анонимности, боятся за свои семьи и имущество. Но эта свалка, она, скажем так, выделена была заводом. Это синтез каучуку и опытному производству сейчас СНХЗ для размещения токсичных отходов производства. Самое страшное, что эти отходы просто привозили сюда и валили на рельеф местности без всякой изоляции от окружающей природной среды. Точно не знаю, что это, но судя по запаху и виду, это нефтепродукты. И такого добра здесь целое озеро. В составе этой химической бурды и степени ее вреда на окружающую среду должны разбираться компетентные природоохранные органы, официальным обращением к которым мы и просим считать эти кричащие кадры. По оценкам независимых экспертов, кроме фенолосодержащих нефтехимических отходов, здесь в огромном количестве хранятся и отравляют все вокруг вредные вещества, содержащие метихром. Вот здесь отлично видно, как долгие годы складировался хромосодержащие отходы. Вот они зеленого цвета, затем отсыпались грунтом, складировались вновь, опять отсыпались землей. Насколько вглубь уходит этот химический бутерброд, доподлинно неизвестно. Вся эта химическая зараза легко с ветром достигает соседних сельхозугодий, а с дождем попадает в реку Куганак. Между тем, сам владелец группы ТАО Иосиф Рутман с комфортом обосновался на безопасном расстоянии от токсических отходов своих заводов в живописном хуторе Лесной в Ишимбайском районе. Все как положено олигарху. За высоким забором несколько десятков гектаров леса для охоты, озеро для рыбалки и вертолетная площадка. Если верить работникам заводов, в модернизацию производства хозяева деньги давно не вкладывали. Некоторые площадки не видели ремонта с советских времен, а некоторые перестали существовать. В нашем распоряжении оказалась переписка руководителя службы безопасности синтез каучука Васильева, из которой следует, что его шеф организовал на подконтрольных предприятиях нелегальную реализацию ценного оборудования и металлоконструкций под видом металлолома за наличный расчет на десятки миллионов рублей. После демонтажа металлоконструкции окончательно рухнуло 9-этажное здание цеха Е12А, в котором минимизировали воздействие на окружающую среду при производстве каучука. Видимо, решили сэкономить на экологии. Зато не экономили на другом. Последние годы деятельность группы ТАО в Стерлитамаке сопровождает шлейф околокриминальных историй. Вышеупомянутый бывший главный безопасник Эдуард Васильев был задержан еще в 2017 году сотрудниками башкирского МВД по подозрению в даче взятки в 5 миллионов рублей. По версии следствия, таким путем он в составе группы лиц пытался замять уголовное дело, возбужденное ранее в связи с незаконной попыткой завладеть крупным торговым центром в Стерлитамаке. Обстоятельства дела рассматриваются сейчас в городском суде. Совпадение или нет, но после этих событий и краха планов олигарха разрабатывать уникальные Гумеровские горы в интернете этим летом появились анонимные телеграм-каналы, которые только и занимаются что огульным очернением всего, что происходит в республике. Сам Иосиф Рутман старался не светиться и всячески держаться в тени, избегал фотосессий и телевизионных камер, а после возбуждения уголовного дела и вовсе подался в бега. Сейчас, пожалуй, единственное место в Стерлитамаке, где можно увидеть изображение владельца заводов и пароходов, это доска розыска у местного отдела полиции. Я хотел бы вас попросить, коллеги, коротко резюмировать, какие меры нужно предпринять для сохранения и контроля за нашей окружающей средой. Прежде всего нужна политическая воля. Законодательство у нас более-менее нормальное, жесткое, но нет политической воли. И очень большая зависимость местных властей, в том числе глав администрации городов, районов, от крупного бизнеса.
Промышленное лобби, оно действует и через федеральное законодательство, и в практике правоприменения. Поэтому у нас нет уголовных дел за загрязнение окружающей среды и за прочий ущерб окружающей среде. Елена, пожалуйста. Если как гражданин выпрыгнуть из чиновничьего, так скажем, состояния, 30 лет я на службе, и мое личное мнение, да, нельзя смешивать хозяйственное направление, которым занимается министерство, и контрольно-надзорное, которое, присуще больше, например, уровню комитета, да. Это очень сложно. И надзор с контролем, и природопользование. Безусловно, на территории республики должен быть один контроль, один за всем. Вот именно надзор и контроль. Что-то типа экологических полицейских, которые полностью вооружены и квадрокоптерами, и заправленными бензином автомобилями. И у них только надзор они осуществляют. Шамиль. Пора вернуть в республику пример или парадигму хозяйского взгляда на республику. Не тот хозяин, который украдет дерн или песок и загонит и сам уедет куда-нибудь отдыхать, а тот хозяин, который смотрит: так, здесь трава не покошена, кто отвечает за это? Здесь загрязнение, рыба кверху брюхом, кто за это отвечает? И такой хозяйский взгляд, не только у начальства должен быть, но, наверное, у каждого, кто считает себя, кто никуда не собирается из республики. Спасибо вам за честный разговор. До свидания. Спасибо. Руслан, признаюсь, я мнительный человек, Это и когда мы говорим обо всех этих экологических ситуациях, которые нам, чем-то грозят, мне хочется схватить рюкзак, ребенка и куда-нибудь в глушь, в бурзянские леса. Слушай, во-первых, тема внутреннего туризма сейчас очень актуальна, поэтому ради бога, да, рюкзак, палатку, семью в охапку и езжай в условный Бурзян. Там есть своя романтика. Но если шутки шутками, но если серьезно, да, то, по-моему, надо вводить понятие ПДК. Это предельно допустимая концентрация и во мнительность, и ПДК глупости тоже. Знаете, шутки шутками, но мне было Зачем бы же в крайности бросаться? Мне было бы комфортнее, если бы я знала о том, какая экологическая ситуация вокруг меня. Знаешь, как погоду посмотреть, какая за окном. Открытость данных Да, говорить, где она? Где эта открытость данных? Допустим, главный вопрос, который я для себя сегодня уяснил в нашей программе, это как заставить наши промышленные гиганты соблюдать экологическую ответственность. Знаешь, что я для себя уяснила? Что над этим надо еще работать и работать. Тебе слово. Экология окружающей среды – тема, которая касается всех и каждого. Да, безусловно, развитие производства – это экономика, налоги и рабочие места. Но есть вещи, на которых экономить себе дороже. Почва, воздух и вода у нас общие. И чтобы не наступил всем полный химпром, особенно важна правда, какой бы неприятной на вкус она ни была. До свидания. Смотрите «Честно говоря» на канале БСТ и берегите себя и своих близких.